Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня пятница, и этот эфир вместе с вами проведу я, Руслан Ачиров, и сделаю это утром. Постараюсь сделать по традиции бодрым, интересным, ну и, конечно же, познавательным. Ну и не я один, конечно, это буду делать, а вся наша команда, которая находится также за кадром. Но сегодня у нас очень интересные гости, по традиции информативные сюжеты. Также хотелось бы напомнить вам, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», подписаться на который вы можете, используя QR-код, который вы видите на экране. Но и хотелось бы также отметить, что с этой недели мы уже практически каждый день предлагаем вам подписаться на наш канал в мессенджере Max. Хотелось бы отметить, что именно там, на канале в мессенджере Max, сегодня мы подарим два вот этих билета. И, соответственно, что это за билеты, конечно, вы узнаете в течение нашего сегодняшнего эфира. Ну а пока можете, используя QR-код, который видите на экране, подписаться на наш канал в Максе. Ну что, сейчас давайте самую актуальную информацию, самую важную информацию на это утро узнаем. Это, конечно, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах Якутии была минус 11, минус 10 градусов. В заречной группе Улусов от 10 до 2 градусов ниже нуля. В южных от минус 11 до минус 10. В Вилюйской группе Улусов 17-8 градусов со знаком минус. В Нижнеленских от минус 16 до минус 12. В западных районах от 13 до 4 градусов ниже нуля. В Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 17 до минус 7. В Янских минус 17, минус 16. На северо-западе республики от минус 29 до минус 17. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем температура воздуха от минус 7 до минус 5 градусов. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Ну а сейчас хотелось бы с огромным удовольствием передать слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, будут освобождены от прохождения испытательного срока при трудоустройстве. Закон одобрил Совет Федерации. Нововведение призвано улучшить условия для работающих мам. Закон вступит в силу с 1 сентября. Сейчас в Трудовом кодексе закреплен аналогичный запрет в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Миноборнауки страны уточнила категории россиян, имеющих право на поступление в вузы без вступительных испытаний. Воспользоваться льготой могут победители и призеры олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников. Конкретный список устанавливают сами учебные заведения. Отдельная квота распространяется на героев России, их детей, лиц, награжденных 3 орденами мужества, их детей, а также на детей, чьи родители погибли или получили увечья в ходе СВО. Особая квота также предусмотрена для детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов вследствие военной травмы. Чтобы воспользоваться льготой, абитуриенту нужно предоставить подтверждающие документы до завершения приема документов. В Якутске прошел форум партийного проекта «Российское село», посвященный развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Участие в нем приняли около 200 человек, в том числе эксперты, представители сельскохозяйственных улусов, студенты. В ходе встречи обсудили поддержку сельхозпроизводителей и развитие кооперации инфраструктуры. Форум состоялся в 3 этапа. Доклады представителей исполнительной власти, выступления ученых и обсуждение практического опыта специалистов из улусов. Сейчас, когда определенные есть сложности с пополнением бюджета, надо, наверное, ответить себе на вопрос, как необходимо организовать этот процесс, чтобы на каждый вложенный рубль в сельское хозяйство мы получили максимум продукции сельскохозяйственной. Возможно, где-то надо убрать барьеры бюрократические, возможно, где-то есть нарушение организационного процесса. И непосредственно только труженики села, которые работают в этой сфере, они смогут это честно и открыто довести.
Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предлагает предоставить средства для погашения остатка по ипотеке работникам оборонно-промышленного комплекса со званием ветеран труда. По его словам, предлагаемая мера направлена на снижение долговой нагрузки работников ОПК. Федеральная поддержка может стать дополнительным стимулом к длительной работе в оборонном комплексе, накоплению трудовых заслуг, считает депутат. В Амгинском районе прошел 3-й открытый республиканский турнир мастеров кузнечного дела Бадаи. Участие приняли 12 мастеров, талантливые кузнецы из Амгинского, Тампонского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского районов, а также 13 воспитанников кружков кузнечного дела, учащиеся из школ Амгинского, Мегино-Кангаласского и Тампонского улусов. Конкурсный день начали дети. Зрители с восхищением наблюдали, как юные кузнецы уверенно справляются с инструментами. Увлеченные кузнечным делом ребята продемонстрировали свои умения. У нас есть уроки, и как ВУД тоже проводят. Выбивание из металла, треугольник зубилом. Вот это было для меня сложно. Я не до конца добил его, там чуть-чуть осталось. Я решил оставить, потому что я думал, зубило затупилось, и я не смог дальше добить его. Награды различного достоинства на чемпионате России по стоклеточным шашкам заработали спортсменки из Якутии. В классической программе Тунара Федорова заняла 1-е место, Сандара Апрасимова 2-е, Нараяна Леонтьева 3-е. По итогам классики был сформирован командный зачет. Среди женщин золото завоевала сборная Якутии в составе Тунары Федоровой и Сандары Апрасимовой. В рапиде на 1-е место вышла Сандара Апрасимова, она же отличилась в блице золотой наградой. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращен на 1 час, так как он предшествует праздничному дню 1 мая. Согласно Трудовому кодексу РФ, для сотрудников на пятидневке рабочее время составит 7 часов вместо 8. Эксперты уточняют, что наличие сокращенного дня и праздника не повлечет за собой уменьшение заработной платы для работников с фиксированным окладом. Но благодаря нашим коллегам мы зарядились свежими новостями, но наш организм требует не только информации, но и движения. Давайте плавно перейдем к полезной привычке – утренней зарядки. Разбудим тело, чтобы оно не отставало от бодрого утреннего ритма. Всем доброе утро, меня зовут Дерюгова Светлана, я тренер по направлению степ-аэробика. И поехали, работаем, делаем захлест одной ногой, работаем ручки перед собой, выдох, выдох, выдох и меняем ножку, правую поставили и снова пошли, выдох, выдох и пошли, работаем на пресс, ручки наверху, над головой, работаем на пресс, ниже опускаемся, выдох. Выдох и идем шагом, отдыхаем, делаем вдох и выдох, еще раз вдох и выдох. Есть, теперь делаем захлест одной ногой, меняем, выдох, выдох, есть, есть, еще, работаем, 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 просыпаемся и поехали, джампинг джек делаем. Если кому сложно, можете делать пошагово, выдох, выдох. Носочек в сторону. Еще. Есть. Теперь можем работать пошагово. Работаем с правой ножки и левой ножкой. Отпускаемся на правую, левая. И пошли. Выдох. Ага. Еще. Коленки немного полусогнуты. Ритмичнее, динамичнее. Еще, 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 еще. Молодцы. Ага. И пошли. Колено, локоть. Выдох, выдох, выдох. И поменяли ножку. Ага. И также, у кого нет платформы, можете работать просто. И выдох, выдох. Итак, поехали. Ручки перед собой. Корпус немножко вниз. И пошли. Коленки полусогнуты. Выдох, выдох. Молодцы. Еще 3, 2, 1. И пошли чуть быстрее. Выдох, выдох, выдох. 3, 2 и 1. И сейчас проведем с вами растяжку. Поехали вместе со мной. Делаем хороший вдох. На носочки поднимаемся. И выдох. Спокойно. И еще раз глубокий вдох. И выдох. Внизу ручками потрясли. Разгоняем лимфу. Еще, 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 еще. Есть. Теперь ножки на ширине. Еще чуть шире. Взяли за голено, стоп.
И вниз прогибаемся. И задержались. 5, 4, 3, 2, 1. Потянулись к правой ножке. Растягиваемся. 3, 2, 1. И к левой ножке. 3, 2, 1. Ножки соединили вместе. Когда мы вниз спускаемся, мы колени не сгибаем. Поехали. 3, 2 и 1. Сейчас ножки соединили. Вниз прогибаемся, колени не сгибаем, колени у нас прямые. Вниз отпускаемся и у носочков задержались и раскачиваемся. Задержались. 3, 2 и 1. Есть. Всем пока. И с вами была Дерюгова Светлана. До новых встреч. Ну а мы продолжаем тему спорта и здорового образа жизни. Наша землячка, директор школы номер 24 из города Удачный, Кристина Иванова-Александрова стала чемпионкой всероссийских соревнований по бодибилдингу в Кемерово. Золото она взяла в категории «Классический бодибилдинг». А если добавить к этому серебряную медаль в бодифитнесе 163+, и 6-е место среди мастеров, получится мощный триумф. И все это в 47 лет, будучи директором школы и мамой 2 детей. Кристина пришла в спорт не в юности, а после рождения сына в 22 году. Тогда ее вес достигал 89 килограмм. Вместе с мужем, который тоже призер Кубка России, они начали тренироваться и добились фантастической формы. Причем пример оказался заразительным. Вслед за директором в спортзал потянулись коллеги, родители учеников и даже школьники. Кристина, мы от всей души вас поздравляем. Так держать. Ну а вам, дорогие зрители, желаем такого же заряда бодрости. В конце концов, чемпионкой можно стать в любом возрасте. Ну вот такой пример силы духа и дисциплины и любви к своему делу. Кстати, о порядке, как внутреннем, так и внешнем. Если Кристина достигла идеальной формы в спорте, то сотрудники архива Департамента образования Алданского района доказали, что могут поддерживать безупречный порядок и в документах. Они получили звание «Лучшее ведомственное хранилище Якутии». Десятки тысяч документов, которые сотрудники организации сдают в архив муниципалитета, содержатся в идеальном порядке с соблюдением всех требований. Благодаря ответственному и неравнодушному отношению к выполняемому делу архивисты сферы образования завоевали первое место в конкурсе, объявленном Министерством культуры республики. Между тем, взаимодействие департамента с муниципальным хранилищем не ограничивается только лишь деловым сотрудничеством. Наши корреспонденты поздравили победителей и узнали, по каким еще направлениям идет совместная работа. Сведения о действующих и ликвидированных организациях, различные приказы и распоряжения, информация по педагогическому составу, десятки тысяч документов содержатся в этих папках. Подлежащие хранению данные за 14 лет были сданы архивистами районного департамента образования в архивный отдел администрации района. Идеальный порядок с соблюдением всех требований был оценен по достоинству компетентным жюри. В республиканском конкурсе, объявленном Министерством культуры, архив районного департамента образования был признан лучшим ведомственным архивом. Работа, которая по сохранению систематизации, ну, скажем так, даже исторической памяти, то есть тех мероприятий, которые мы проводим через приказы, основную деятельность, наградные материалы, материалы по аттестации наших педагогов мы сдали с 2009 по 2022 год, то есть за очень большой период. Это работа, которая действительно требует систематизации, требует скрупулезной работы. Вроде бы ее совершенно не видно, но оказалось, что она очень и так необходимо. О признании ведомственного хранилища лучшим стало известно на республиканском форуме, прошедшем в рамках Международного дня архивов. В форуме приняли участие сотрудники Алданского муниципального архива. Позднее в торжественной обстановке глава района Александр Шестопалов поздравил специалистов Департамента образования, поблагодарил их за ответственное отношение к сохранению информации и вручил победителям диплом. Несомненно, сведения о полученной награде тоже войдут в историю. Наш архив является в Республике Саха-Якутия самым полным архивом. 90 лет мы в прошлом году нашему архиву отметили. Активная работа идет по цифровизации наших документов.
работают очень профессиональные люди, работают очень давно, заслуженные люди. Стоит отметить, что взаимодействие муниципального архива со сферой образования вовсе не ограничивается исключительно деловым сотрудничеством. Частыми гостями в хранилище становятся школьники. С подготовленной сотрудниками фотовыставкой недавно ознакомились ученики школы номер 2, побывавшие в архиве на экскурсии. Такой заинтересованности я еще не видела. Как они вошли, во-первых, увидели наше хранилище, цокольное хранилище. Ну, они прям в шоке были, честно говоря, что это все закартонировано, это все стоит, все в чистоте. А когда сюда поднялись, мы им показали старые трудовые книжки, показали фотоальбомы. Ну, возле выставки они долго крутились. Их школе в этом году 90 лет. И когда они увидели 80 лет альбом их, ну, книга 80 лет школы, как они начали там все смотреть? Это 10 лет, это целая история, а это и есть история. В фондах хранилища различные сведения содержатся не только в строчках официальных документов. Страницы этого альбома рассказывают о буднях школы номер 13 поселка Илмах. Здесь собраны фотографии и сочинения учеников разных лет, письма, которые бывшие выпускники писали учителям, и воспоминания старейших сотрудников. Сегодня 13-й школы нет. 2024-2025 учебный год стал в ней последним. Затем она была ликвидирована. А бесценная для многих поколений память педагогами была передана на хранение в муниципальный архив. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а сейчас мы поговорим о премьере, которая состоится 5 апреля. В Приват-театре «Синяя птица» спектакль «Шаг в вечность» по мотивам древнегреческих мифов. О том, как античные трагедии зазвучат на современной сцене, расскажут те, кто создавал эту работу. В студии режиссер и художественный руководитель театра Ольга Андреева и актер театра Сергей Мулаяров. Доброе утро. Доброе. Ну, расскажите, почему вы обратились к древнегреческим мифам? Прежде всего я скажу, что в нашем театре за 5 лет существования прошло 5 премьер, и все разные. От абсурда «Лысая певица», классики Чехова «Услышать ангелов» — это по пьесе дядя Ваня Чехова, да? Потом «Жизнь человека» — это символистская пьеса Леонида Андреева. Сказка «Карлик Нос». Вот. И «Мастер», «Мистерия» по Булгакову. Вот. И сейчас мы к мифам, потому что, в принципе, мифы — это основоположная такая в культуре вещь, что, например, Вахтангов говорил молодым режиссерам, что всегда обращайтесь к мифам. То есть мы оттуда можем архетипы вытащить, самое то, что можно спроецировать на любое время, на любую эпоху. Вот. Поэтому я увлекалась и сказками, и мифами, и легендами. А Древняя Греция, она все-таки, ну, родоначальница цивилизации, культуры Европы, а через Россию мы к ней тоже прикоснулись. Сергей, вы играете одного из героев. Вот, как вживаетесь в персонажа из мифа и кто он? Ясон, древнегреческий персонаж. Герой Эллады. Герой Эллады. Все слышали золотое руно. Так вот, этот герой, он как раз добыл это золотое руно. Ну, конечно, все это связано с большим количеством событий, перипетий. И история эта, в общем-то, трагичная для моего персонажа. Все подробности, как это происходило, можно будет как раз посмотреть на этом спектакле. Ну, довольно-таки неожиданное предложение поступило от режиссера сыграть эту роль. Ну, руководствуясь тем, что до этого у нас также было большое количество спектаклей, начиная со школьных лет. Да. И всегда предложения, которые предлагает режиссер нашего театра, они сначала необычные кажутся,
но в процессе работы вовлекаешься, и теперь я уже люблю эту роль. Надеюсь, что все будет хорошо. А сложно ли как современному человеку вживаться в роль такого древнегреческого, да, получается, античного практически? Наверное, знаете ли, тут сложнее с возрастом вживаться, чем как бы такие временные большие. Ну, можно я вот скажу, Сергей у меня участник театральной студии «Синяя птица». Это было очень давно. И когда прошло определенное время, ребята вдруг сказали: а давайте снова встретимся и создадим спектакль один. И вот мы создали спектакль «Лысая певица». В 2020 Такой, фурор. Мы такие окрыленные. И решили родовое имя «Синяя птица» оставить. И так возник театр. И мы полетели на международный фестиваль в Москву, «Флинт-трамплин», и стали лауреатами первой степени. И все, с тех пор мы работаем, раз в год мы выпускаем спектакль. Ну, они любители, они работают все семейные. А Сережа, так он вообще из Иркутска прилетает. Вы представляете, все время за свой счет. То есть для участия в спектакле вы прилетаете из Иркутска? Да, да. Здорово. Да. Хорошо, что Иркутск находится недалеко. Ну, а вообще вот тогда, пользуясь моментом, хотелось спросить, вот как вы работали вообще над распределением ролей, вот на что опирались? Но прежде всего, кто у меня есть, мальчиков, конечно, мало. И поэтому, я даже шли на то, чтобы приглашать кого-то, других. Вот в этом спектакле очень рада. На концерте классической музыки я увидела юношу, такой красивый голос, и прямо подошла и говорю: не хотите ли участвовать? И он согласился. Это Ваня Кузин. Вот, замечательно у него бас. Он будет петь у нас и играть, конечно. Здорово. Вот. Ну и так вот распределяется, конечно, по фактуре, по темпераменту, по, скажем, даже таланту. Ну, вот спектакль называется «Шаг в вечность». Вот о чем он для вас в целом? Это философское название. В нем глубокий как бы смысл. На афише этого спектакля. Кстати, автор афиши, Сережа, он архитектор, художник. Архитектор, да. Основная работа у вас архитектор? Да, практикующий архитектор. На афише у нас присутствует изображение галактики. То есть это символ как раз космоса, бесконечности, символ вечности. То есть в спектакле заложены такие вот космического масштаба смыслы. Да, потому что шаг в вечность — это мы живем в основном, простые люди, среднестатистические. Мы живем, утро встал, поработал, вечером с друзьями встретился, и все. А древние греческие мифы, они будоражат, прямо трагедии. Там постоянно что-то происходит. Да, вот, между прочим, трагедии-то сейчас никто не пишет. Уже давным-давно Гегель говорил: время героев закончилось, время трагедии. Начались драмы. Ах, ох, вот. А там такие страсти, такие ужасы творятся. Да? Вот. Мне хотелось встряхнуть нашего зрителя. Ну, я думаю, что вы достигли своей цели. 5 апреля можно, да, в этом убедиться. Мы приглашаем наших зрителей посетить премьеру спектакля. Вам большое спасибо и желаем дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Ну, как я уже сказал, 5 апреля вы можете увидеть оживающие античные мифы на сцене. Ну, а сейчас мы узнаем, какие важные события связаны с сегодняшним днем, 3 апреля.
На календаре 3 апреля. Сегодня Всемирный день вечеринки. По народному календарю Кирилл Катаник. На Кирилла санки чистили и убирали подальше. До следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви, не реви, Катаник санки унес». Это день в истории. 1860 год. В США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони Экспресс». 1874. Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом Ивана Тургенева. 1879 год. София провозглашена столицей Болгарии. 1933. Проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку. В этот день родились Леонид Пастернак, русский живописец и график; Станислав Волосевич, польская легкоатлетка, олимпийская чемпионка; Юрий Нагибин, советский писатель и сценарист; Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар»; Роза Шанина, советский снайпер, участница Великой Отечественной войны. Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков. Так, события 3 апреля мы вспомнили, а теперь переходим к событиям сегодняшнего обеда. Итак, тема итальянская. Шеф-повар уже разогревает сковороду. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром ресторана «Сцена». Сегодня готовить будем с вами пасту с морепродуктами в соусе том-ям. В первую очередь мы возьмем наши креветочки, аккуратно вынимая панцирь, не повредив креветку саму. Далее нам нужно, помимо панциря, удалить кишечник, который находится в районе позвоночника нашей креветки, вот тут примерно он. Мидии берем мы в сковорках, и здесь удаляем небольшой такой вот хвостик, потому что хвостик, он дает неприятный аромат и невкусно, в общем. Все, мидии мы перебрали, предварительно помыв их. Порежем 10 грамм лука на небольшие кубики, потому что лук всему голова. Немножко подождем, чтобы наша сковородочка подогрелась, масло раскалилось. А в это время у нас вода закипает, добавляем наши спагетти. Первым делом мы закидываем наш лук. Ни в коем случае не добавляйте чеснок, потому что морепродукты и чеснок, они никак не соприкасаются, не будет невкусно. Самое главное, дорогие друзья, наши морепродукты не пережарить буквально 2-3 минуты, потому что если мы пережарим креветки, креветки будут очень твердые, невкусные, и кажется будет, что во рту не креветки, а резина. Когда мы сделали небольшой надрез креветочки, и креветочки у нас визуально получились такие крупные, мясистые, прям обожаю. Все, креветочки наши почти готовы. В этот момент мы добавляем нашу пасту том-ям. Паста том-ям продается в любом магазине. Сейчас это уже нетрудно найти. Такое небольшое количество. Ни в коем случае не добавляйте, друзья, томатную пасту или свежие помидоры. Вот сразу такой азиатский аромат. Прям очень вкусно. Настал момент, когда наша водичка это понадобилась. Немножко берем отсюда бульончика. Уменьшаем наш огонь. Добавляем прям с кастрюли сюда наши морепродукты. Добавляем наши сливки. Примерно 15 грамм. Перемешиваем аккуратненько. И добавляем наше кокосовое молоко. Кокосовое молоко также можно найти в любом магазине. Сейчас это все доступно, нетрудно.
Вот прямо сейчас аромат такой пошел. Настоящая Азия. Аккуратненько сервируем нашу пасту такими небольшими горками. Выкладываем нашу пасту аккуратно по краям морепродукты. Натереть сверху сыр. И украсить нашей микрозеленью. Итак, дорогие друзья, наша паста готова. Паста в соусе том-ям с морепродуктами. Мы украсили небольшим декором микрозеленью. Вы дома можете любой зеленью украсить. Приятного аппетита! Ну, я думаю, что кто-то из наших телезрителей повторит это прекрасное блюдо либо сегодня в обед, либо вечером. Ну, а мы продолжаем наш эфир. История вещей просто невозможна без флешбеков. В прошлую пятницу мы начали рассказ про линейку москвичей с 400-й модели, построенного по подобию Opel Kadett. Но прежде чем перейти к следующей, 402-й модели, наш коллега Дмитрий Аргунов, который очень любит круглые даты, решил немного уйти вперед и рассказать о хрущевском кроссовере, внедорожнике «Москвич-410», которому в 2026 году исполняется, внимание, 70 лет. Ну а весь цикл «История вещей» с ретро-музеем посвящается столетию автотранспорта в республике. ГАЗ-69 в советском внедорожнике, который, однако, в свободную продажу никогда не поступал. Если учесть, что страна в то время осваивала целину, а территория страны подразумевала во многом отсутствие дорог, призыв Никиты Сергеевича Хрущева выдать за 10 дней на гора «Москвич» для колхозников был как никогда кстати. Горьковский и московские автозаводы выдали по прототипу внедорожников с кузовами от легковых авто. В случае «Москвича» это стал именно «Москвич-410» на базе 402 модели. Казалось бы, сделать полноприводный автомобиль из «Москвича-402» было не очень сложно. Был опыт полноприводной победы на Горьковском автозаводе. Но проект «Москвича-410» потребовал немало серьезных изменений. Внедорожные версии по сравнению с базовым «Москвичом-402» очень серьезно переработали. «Москвич-410» получил не только ведущий передний мост, но и иной, чем у серийной машины, задний. Для этого двигатель пришлось поднять над ведущим мостом, а заодно усилить кузов. Полноприводный «Москвич-410» стал тяжелее 402 на целых 200 килограмм, что повлекло рессоры вместо амортизаторов на базовой модели. Уже стала колея, зато клиренс был внушительный даже по меркам серьезных современных джипов и достигал 220 миллиметров. Двигатели почти на всех машинах стояли 45-сильные, объемом 1360 кубических сантиметров, что давало максимальную скорость до 95 километров в час. Коробка передач была трехступенчатой, стояла раздатка с понижайкой. Серийное производство модели началось в феврале 1957 года. Всего за 3 года было выпущено порядка 10 тысяч машин, включая универсал «Москвич-411». Стоит ли говорить, что спрос был огромный, но нюансы производства потребовали снять автомобиль «Москвич-410» с конвейера. Следующим доступным внедорожником стала лишь «Нива». Но это совсем другая история. А в прошлое воскресенье в Якутске состоялся интригующий шахматный матч между титулованным гроссмейстером Сергеем Волковым и чемпионом республики Альбертом Постниковым. В решающей партии победу одержал чемпион России 2000 года Сергей Волков из города Саранска. Своей формулой успеха он поделился с нами. Меня научил играть отец в 6 лет. Вот после этого я все время в шахматах. Нравилось, нравится. Надеюсь, и будет нравиться. Не было такого периода, что, например, не хотелось играть. Может быть, просто усталость была, то есть вот тяжело играть. Но чтобы совсем не хотелось, такого не было. Первый ход. Тяжело справляться. То есть нужны волевые качества, чтобы после поражения играть хорошо.
Ну вот у меня как раз вот матчи обсуждаем. Предпоследняя партия, ну, там была абсолютно выиграна, там много вообще материала. В какой-то момент просто потерял нить игры, устал просто. Да. И вот, ну, проиграл эту партию. И мне надо было выиграть последнюю партию. Вот. Ну, я ее выиграл, и вот потом еще дополнительную партию. Шахматы очень развивает хорошо логическое мышление, планирование, то есть стратегия, то есть это как бы и к жизни все это относится. То есть это на самом деле очень полезно, то есть шахматами заниматься, если там не хочешь даже стать профессионалом, но это очень полезно ребенку, это очень хорошее занятие для развития. Вот. Чувство ответственности тоже дает, то есть надо же готовиться к партии, то есть и чтобы партию выиграть, надо определенная дисциплина должна быть, надо всю жизнь свою подчинять любимому делу и заниматься и стараться. Предела для совершенствования нет, как бы, ну вот, надо работать больше. Если ты вкладываешь в это дело себя, свои силы, свое время, свою душу, то тогда и будет успех. С 4 апреля в Национальном художественном музее республики начинает работу для всех посетителей новая межрегиональная выставка. Шахматы поставлены, игра начнется завтра. Из собрания Федерального государственного музея Льва Николаевича Толстого. Экспозиция приурочена к знаковому событию – столетию шахматного движения в Якутии и пройдет в рамках 4-го Кубка главы Республики Саха-Якутия. Выставка объединяет две глубокие культурные линии – страстную привязанность к шахматам великого русского писателя Льва Толстого и историю развития этой интеллектуальной игры в Якутии. И сегодня у нас в гостях Александра Глазунова, гостья из Москвы, куратор выставки, специалист по экспозиционной и выставочной работе музея-заповедника. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в последние годы Национальный художественный музей радует якутян крупными выставочными проектами, которые организуются в сотрудничестве с центральными музеями. Ну вот буквально вроде как сегодня, да, завершает свою работу выставка «Эволюция образа» Льва Николаевича Толстого от Ге до Гинзбурга из собрания музея Толстого. Расскажите, пожалуйста, в чем уникальность и особенность выставки «Шахматы поставлены. Игра начнется завтра». Лев Толстой и страницы истории шахмат. Мы хотели рассказать о том, как Лев Толстой увлекался шахматами. Играл он действительно страстно, играл, в общем-то, всю жизнь, с молодости и до последних дней своей жизни. Играл в 1910 году, умер тоже в 1910 году. И также мы хотели рассказать о том, как он описывает шахматы в романе «Война и мир», как играет его герои, сколько внимания он этому уделяет. И также мы хотели показать в черновиках, насколько много внимания он уделяет этой теме. Потому что не все вошло в основной текст, и мы хотели людям еще и показать то, что Лев Николаевич изначально написал. А как возникла идея соединить в одной выставке мир Льва Толстого и историю шахмат в Якутии? Какие экспонаты или художественные решения наиболее ярко иллюстрируют это взаимодействие? Мы давно дружим с Национальным художественным музеем, хотим поддерживать сотрудничество. И мы хотели к столетию того, что шахматные чемпионаты стали проводиться в Якутии, рассказать и о шахматах, и показать их еще через призму литературы. И рассказать и о Льве Толстом, и о том, как он описывал, опять же, шахматы в своих произведениях, то есть показать их с разных сторон. И мы привезли несколько комплектов шахмат, не только из нашего музея, но и из музея заповедника Ясная Поляна и из музея при Федерации шахмат России. И хотели показать разные виды шахмат, и якутские шахматы из Национального художественного музея тоже будут показаны на этой выставке. Ну, если по возможности можно поподробнее остановиться, вот какие личные вещи, рукописи или малоизвестные факты о шахматной страсти Толстого представлены в экспозиции, что они раскрывают в писателе, помимо его литературного гения? Разобьют вопрос на две части. Во-первых, хотели показать, что Толстой действительно был очень эмоциональным человеком, играл, опять же, эмоционально и страстно, и если
проигрывал, хватался за голову и очень переживал. Если выигрывал, то так вскрикивал, что тот, кто не был в доме к этому готов, мог даже вздрогнуть из-за этого. И еще хотели показать, как Толстой воспринимал шахматы не только как игру, как хобби, но и как такую иллюстрацию, наверное, жизни. Он искал, как описать военные действия в романе, использовал и физику, например, что когда шары сталкиваются, да, как происходит это взаимодействие. Использовал биологию, роевую жизнь пчел, например, когда французы отходили из Москвы. И также он воспринимал, точнее, он устами Наполеона описывает шахматы, точнее, войну как шахматную игру, но при этом подчеркивает, что шахматная игра, в общем-то, это совокупность движений каждой фигуры. И, например, когда какой-то игрок совершает ошибку и потом проигрывает, он ищет как раз тот ход, который был ошибочным, и смотрит, как вот эти вот произволы, его действия были взаимосвязаны. И то есть Толстой вот воспринимает все это в совокупности. И военные действия описывает как устами Андрея Болконского, как совокупность вот воль, произволов всех людей, что нельзя так, как Наполеон, воспринимать эту игру, что он как руководит военными действиями. А на самом деле он тоже шахматная фигура, например, «Черный король». То есть мы должны благодарить шахматы за такие замечательные произведения Толстого. Но вот давайте расскажем про ваш непосредственно сам музей-заповедник, Государственный музей-заповедник Льва Николаевича Толстого. Он является одним из старейших литературных музеев России. Можете рассказать, чем занимается музей, что представлено в его собрании? Музей, в первую очередь, конечно, литературный, поэтому у нас главное — это рукописи. Также у нас есть много филиалов, и дом, где Толстой в Москве прожил 19 лет, и филиал в Железноводске, и в Остапове, где Толстой умер. И вот еще немножко возвращаясь к предыдущему вопросу, вы спрашивали, какие предметы. И вот, наверное, самые интересные — это шахматы, которые сделаны из хлеба. Их пациент Московской психиатрической больницы сделал своими руками, подарил Толстому. Они сохранились до сих пор, они не разрушились, не развалились. И, в общем-то, выглядят прям прекрасно, я бы сказала. Это, вот, наверное, один из самых интересных экспонатов. Мы такие тоже, естественно, храним. А так стараемся рассказывать о Льве Николаевиче и по разным регионам ездить. И хотим, чтобы все его любили и изучали. Вам огромная благодарность за это. И я думаю, что наши зрители, кто посетит выставку, обязательно это сделают и увидят по-настоящему эксклюзивные экспонаты. Спасибо большое. Ну, у нас для вас подарок. 2 билета на эту потрясающую выставку. Шахматы поставлены, игра начнется завтра. Если хотите попасть на выставку, билеты вот, да, соответственно, на 2 персоны. Ну, все просто. Вся информация у нас на нашем телеграм-канале, а также сам непосредственно конкурс будет проходить в нашем канале в мессенджере Макс. Вы можете оставить просто любой комментарий под последним постом в Максе. И среди всех, кто выполнил условия, сегодня вечером мы случайным образом выберем победителя. Самое главное — это ваша активность. Но говорят, что великие шахматисты видят партию на несколько ходов вперед, они мысленно двигают фигуры в пустоте. Художники и скульпторы умеют делать нечто похожее. Они видят образ внутри бесформенного камня. Мы с вами перенесемся в Национальный художественный музей и расскажем об одной интересной скульптуре. В истекшем 2025 году прошла выставка в Национальном художественном музее всемирно известного бурятского художника, скульптора, ювелира Даши Намдакова. И наш музей удостоился огромной чести и получил в дар бронзовую скульптуру «Рождение гения». Как и многие работы Даши Намдакова, скульптура относится к вневременной категории. Мы можем ее отнести и к персонажу фэнтези, которые ориентированы на современное сознание. Не зря ведь зрители часто сравнивают «Рождение гения» с известным персонажем из фильма «Чужой», голливудского фильма, где вот это очень такая злая машина смерти, я бы сказала,
производит многочисленные действия с помощью своего интеллекта. И у нее такой же вытянутый череп, как у представленного образа. Даши Намдаков не просто любит кино, оно воздействует на его искусство, и он является членом Российской национальной академии киноискусства. И в свое время известный режиссер Сергей Бодров-старший пригласил его быть художником-постановщиком в известном фильме «Монгол», за которую Даши Намдаков получил престижную премию Ника. Но, с другой стороны, посмотрите, знакомые очертания ног, рук, пуповина, половой орган – все это, конечно, нам напоминает обычный человеческий эмбрион, знакомый всем. Но в этом-то и кроется загадка рождения новой жизни. Произведение повторяет мысль великих педагогов о том, что каждый ребенок – гений. Но гений он до той поры, пока находится в чреве матери, пока на него не воздействует плохое воспитание, бытие, которое определяет сознание, пока он закрыт от всех негативных энергий. Посмотрите, у него не сформированы пока еще ушные раковины, глазные впадины, ротовая полость. Поэтому образ нам очень напоминает фигурки 3 восточных обезьянок, закрывающих лапками уши, глаза и рот. Это философская мысль о том, что они не слышат зла, не видят зла и не говорят зло. Таким образом, образ становится аллюзией философского учения отрешения от зла. Эта тема часто обыгрывается в классической литературе. Например, сразу можно вспомнить пьесу Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». Гений и злодейство – 2 вещи несовместимые. И Даши Намдаков отвечает нам на этот вопрос. Когда-то давно шаман сказал молодому еще Даши Намдакову, что все, что он сотворит своими руками, это будет не его заслуга, это будет дар предков. Через него они решили донести до людей искусство, а он всего лишь звено для передачи духовных знаний. Сегодня бронзовый гений воплотил в себе эту мысль, и могучие творческие энергии далеких предков уже заложены в нем. Ему осталось только родиться на свет и передать это сокровище миру. А спиралевидная пуповина в центре символизирует цикличность и непрерывность этого таинственного процесса. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В России плановые показатели охвата детей дополнительным образованием достигнуты во всех регионах. По данным Минпросвещения, программами уже охвачено более 20 миллионов ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Это 87,5% от их общего числа. В стране реализуется свыше 3,5 миллионов программ, среди которых около 500 тысяч естественно-научных, 400 тысяч технической направленности. Ну а наибольшей популярностью пользуются социально-гуманитарные курсы, а также физкультурно-спортивные и художественные программы. Сведения об участии школьников в дополнительных занятиях фиксируются в единой автоматизированной информационной системе на основе данных региональных навигаторов. Медианная предлагаемая зарплата в России достигла 86 200 рублей. Сильнее всего доходы выросли у сварщиков, монтажников и руководителей групп. Их медианная зарплата стала самой высокой в стране – 302 900 рублей. Заметный прирост также отмечен у геологов, технических писателей, электромонтажников. По отраслям лидирует нефтегазовый сектор, добывающая промышленность, финансовый сектор и розничная торговля. При этом самые скромные показатели зафиксированы в телекоммуникациях – около 63 600 рублей. Эксперты связывают позитивную динамику с растущим спросом на рабочие и технические специальности и усиливающейся конкуренцией за кадры.
Российские власти усилят контроль за переводами граждан. Поправку в Госдуму внесло правительство. Документ предлагает обязать Центробанк передавать налоговой службе данные о людях, у которых есть признаки ведения бизнеса и получения регулярного дохода. Налоговики также смогут запрашивать выписки граждан по их счетам в банках. В Кабмине поясняют, что механизм позволит пополнять бюджет неучтенными налогами. Отмечается, что на доработку системы контроля власти намерены потратить около 6 миллиардов рублей. По оценке налоговой, с нового года этот мониторинг пополнит бюджет минимум на 50 миллиардов. В Усть-Алданском улусе юные натуралисты с каждым годом осваивают новые навыки. Так, Амюрюнская станция юных натуралистов имеет 309 воспитанников. Некоторые воспитанники посещают станцию уже 3-й год. Они начали с посадки семян овощей в общую почву, а сейчас уже вовсю методом пикировки рассаживают саженцы в отдельных емкостях. Узнают, какие сорта подходят в условиях Якутии, а летом уже в лагере на больших теплицах ухаживают за огородом. Полученные навыки используют и у себя дома. Дети помогают в том числе по посадке педагогам. С апреля месяца уже выходим на теплицу, на весенние теплицы, на работу практических работ. Также дети, они уже готовятся к августовскому совещанию, то есть по посадке там декоративных культур, именно по выставке. Региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT» продолжается в Якутске. Помимо конкурсной программы проходят образовательные, просветительские и развлекательные мероприятия. Так, в историческом парке «Россия. Моя история» развернулся фестиваль. Это открытая площадка, где школьники и студенты могут пройти собственный путь в цифровой индустрии, вдохновиться историей, попробовать себя в технологиях, найти обучение, увидеть будущее место работы. Кроме того, открылась выставка «IT-история Якутии» от первых машин до цифровой эпохи. Экспозиция охватывает ключевые этапы цифровой трансформации региона. Для всех интересующихся школьников, студентов открыты мастер-классы от образовательных организаций, где у нас в Якутии можно обучиться IT-навыкам. Здесь у нас есть колледжи, вузы, частные образовательные организации, которые могут дать эти навыки. На втором этаже для всех интересующихся, тоже школьники, студенты, есть предприятия, где можно применить IT-навыки, в каких IT-предприятиях это востребовано. Причем это не только IT-отрасль, тут есть и промышленность, есть и медицина, сельское хозяйство и разные. В апреле в российских школах продолжится всероссийский проект «Мелодии вместо звонков», по которому стандартные звонки заменяют музыкальными композициями, приуроченными ко Дню космонавтики. Учеников будут приглашать на перемену фрагменты таких произведений, как главная тема мультфильма «Тайны третьей планеты», песня «14 минут до старта», «Знаете, каким он парнем был» и «Прекрасное далеко». Ранее в марте в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» в школах звучали композиции, посвященные юбилею Большого театра и Международному женскому дню. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Но мы также в завершении нашей программы желаем вам хорошего, бодрого утра, хорошей продуктивной пятницы и, конечно же, хороших выходных. Это было «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока. Влюбленными глазами для тех, кто обойти готов полсвета, любимых повторяя имена. И месяца лет
Пускай идут дожди сплошным потоком, пускай в узорах белых стекла ока, пускай сбивают с ног порывы ветра. Но если сердцу молодость дана, 3 месяца лет